Съезды политпартий, участвующих в предстоящих выборах в парламент, являются чуть ли не самым важным событием в стране, судя по активности их освещения в СМИ. Однако ни одной фотографии или даже информации о съезде партии «Кыргызстан» в Кырнете невозможно было найти. В редакцию «Репортера» попали почти засекреченные кадры из данного мероприятия. За эти пару дней мы видели немало съездов политпартий. Локации каждая выбирала по мере своей фантазии и финансовых возможностей. Кто-то провел на шикарной зеленой лужайке с белыми шатрами, кто-то скромно у себя в кабинете. А вот партия «Кыргызстан» решила провести свой 7-й съезд в торговом центре «Аюгранд Комфорт», который принадлежит одному из кандидатов этой партии. Дотошности протокольной службы партии позавидовала бы даже президентская. У входа в здание отбирали смартфоны у всех делегатов. Подчинились требованиям секретариата абсолютно все. В пластмассовую посуду попали как дорогие айфоны, так и бюджетные смартфоны из Китая. Пандемия добавила свои штрихи в мероприятие. Делегатам обрабатывал руки санитайзер с логотипом партии «Кыргызстан». К слову, от зелено-желтого флага Кыргызстана буквально рябит в глазах. Огромный павильон был обвешан ими. В придачу установленные LED-экраны со всех сторон также транслировали его. Символика партии была везде. На ручках, папках, блокнотах, на бутылке питьевой воды, в футболках всех делегатов. Надпись «Кыргызстан» на левой груди была, как и подобает, ближе к сердцу. Что касается содержания съезда, председатель политобъединения Канат Исаев назвал свою партию одной из самых стабильных, признал ошибки прошлого созыва и перечислил членов партии, которые занимали высокие посты. К слову, Исаев за день до этого мероприятия стал дедушкой, о чем отметил ведущий Кубат Оторбаев. Но опытный политик призвал не чествовать жизнь, а почтить смерть и объявил минуту молчания в память жертв коронавируса. Бұл дүниеден қош айтышты, ошол себептен бир мүнөттүк аза күтүү жарыялайм. Ну и в завершение делегаты подняли тундук юрты. Конечно же, он тоже был в зелено-желтых цветах. Символизируя этот ритуал с пословицей об единстве и сплоченности партии, каждый делегат поднял по одному ууку, который объединяет тот самый тундук.